Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». Что ж, сегодня понедельник, начало новой рабочей недели. И наша команда желает вам отличного начала рабочей недели, больше энергии и так далее. Что ж, давайте традиционно начнем с погоды. Какая погода ждет нас на сегодня? По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центральные Улусы в 6 часов утра плюс 9, плюс 10, днем плюс 14 градусов. Заречье плюс 9, плюс 12, днем плюс 12, плюс 16. Южные Улусы плюс 9, плюс 11, днем плюс 11, плюс 12, почти без изменений. Вилюйские Улусы плюс 7, плюс 11, днем плюс 16, плюс 20. Нижнеленские Улусы плюс 7, плюс 14, днем плюс 16, плюс 19. Западные Улусы плюс 11, плюс 13, днем плюс 15, плюс 20. Колымо-Индигирские Улусы плюс 5, плюс 8, днем плюс 6, плюс 14. Янские Улусы плюс 2, плюс 8, днем плюс 6, плюс 14. Северо-западные Улусы плюс 5, плюс 9, днем плюс 9, плюс 17. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 8, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Днем ожидается плюс 18, плюс 20 градусов. Что ж, вчера были дожди, но сегодня, по-моему, осадков не ожидается, так что сегодня погода немножко будет ясной. Что ж, хотели бы напомнить, что в прямом эфире работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. На этот номер вы можете отправить любые поздравления, мы их обязательно зачитаем в прямом эфире. Что ж, гости у нас сегодня очень интересные, и мы затрагиваем сегодня очень такие серьезные вопросы. И первая тема – особенности работы службы судебных приставов во время пандемии. И на эту тему мы поговорим с руководителем управления Федеральной службы судебных приставов, главным судебным приставом по нашей республике, полковником внутренней службы Алексеем Артамоновичем Никифоровым. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, Алексей, расскажите, в чем же миссия службы судебных приставов? Служба судебных приставов осуществляет три основные функции. Во-первых, это исполнение судебных актов и актов уполномоченных органов, обеспечение безопасности в зданиях и помещениях судов и контроль и надзор за коллекторскими организациями. Самая главная наша функция, конечно, это исполнение судебных актов. В чем состоит миссия нашей деятельности? В том, чтобы защищать и восстанавливать нарушенные права. То есть пристав – это должностное лицо, которое восстанавливает нарушенное право гражданина, которое подтверждено судом. И этой работой, этой важной задачей приставы занимаются в России уже 155 лет. Этот серьезный юбилей мы будем отмечать 1 ноября этого года, в День судебного пристава. Ну да, конечно. Если бы не было проблемы, не было бы его решения, скажем так, да? Особенности в период пандемии расскажите, как вы работаете, в каком режиме? Конечно, пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией, сказалась и на нашей работе. Мы сократили личное общение пристава с гражданами, уменьшили количество выходов по адресам должников, больше работали дистанционно, ограничивали количество сотрудников на рабочих местах. Но сейчас мы работаем почти в полную мощность, однако общение по-прежнему с гражданами ограничено. Документы к нам можно подать только дистанционно, только, например, отправив их по почте или оставив в специальных ящиках для корреспонденции. Кроме того, прием граждан ведется только по предварительной записи, которую можно сделать на нашем официальном интернет-сайте. А также я рекомендую для всех сторон исполнительного производства открыть с помощью нашего сайта личный кабинет стороны исполнительного производства, с помощью которого можно в полной мере общаться и с приставом, и получать все юридически значимые документы, не выходя, скажем так, из дома. Очень удобный инструмент, который мы развиваем, и надеемся, что он поможет в общении с нами и всем гражданам и юридическим лицам. Алексей, скажите, какие категории производств наиболее сложные и находятся на особом контроле? Понятно, что чем больше сумма долга, тем сложнее производство, тем сложнее взыскать этот долг с должника. Кроме того, сложными являются производства неимущественного характера об обязании
должника совершить какие-либо действия в пользу взыскателя. Мгм. Ну и производство взыскания заработной платы, поскольку должник, как правило, уже не в состоянии ее выплачивать. Тут нужно проводить приставу большой комплекс работы по установлению имущества, по обращению на нем взыскания, реализации имущества и с помощью этого погашать задолженность перед взыскателем. А в законодательстве есть какие-нибудь изменения из-за пандемии? Конечно, федеральный законодатель на месте не стоит. Исходя из ситуации, были приняты серьезные меры по, в том числе, защите прав и юридических лиц, и граждан, которые серьезно пострадали в этот период. Был принят так называемый федеральный закон об исполнительных каникулах, в соответствии с которым юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и работают в отраслях, которые наиболее пострадали в период коронавирусной инфекции, Мгм. вправе обратиться к нам за рассрочкой исполнения, которую они могут получить на срок до 1 августа 2021 года и платить свой долг ежемесячно в равных долях, но при условии, если сумма долга не превышает 15 миллионов рублей. То же самое распространяется в отношении граждан, должников, пенсионеров по кредитным договорам, займам, которые также могут оформить рассрочку на срок до 1 июля 2022 года при условии, что сумма долга не превышает 1 миллиона рублей, Мгм. и при условии отсутствия иного недвижимого имущества, и если доход по пенсии не превышает 2 минимальных размеров оплаты труда. Мгм. Довольно Алексей, расскажите, хорошая, а сколько э, же должников по алиментам? Да, на сегодня мы имеем порядка 5000 производств по алиментам. Да, это очень 5000. серьезная категория производств, которая постоянного исполнения. Ага. 5000 должников, по каждому из них проводится очень серьезная работа, ограничиваются права выезда, специальные права должников, производятся меры по аресту их имущества, по обращению взыскания на доходы, в том числе заработную плату. Каждое производство находится на серьезном контроле. Мгм. Ну что ж, как же с вами можно оперативно связаться? Расскажите. Да, мы создали единый центр телефонного обслуживания. Телефонный номер 31 96 97. Каждый гражданин может по нему позвонить и связаться с тем приставом, который занимается его конкретным исполнительным производством. Мгм. Алексей, большое спасибо за информацию. Хорошего дня вам. Спасибо вам. Мгм. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Что же, мы идем дальше. Сентябрь – это не только начало учебного, да, года. Для нас, для нашего региона, это очень важный момент – начало отопительного сезона. Давайте посмотрим об этом сюжет. Вот и конец августа. Завтра уже наступит сентябрь месяц. Вместе с этим всех традиционно волнует вопрос отопительного сезона. И с этим вопросом мы обратились к флагману энергетики Дальневосточного региона России ПАО «Якутскэнерго». Подготовка к отопительному сезону 2020-2021 годов началась у нас еще в мае. По завершению гидравлических испытаний магистральных тепловых сетей и квартальных мы приступили к восстановлению порывов, которые произошли, и вывели ряд участков для замены. В настоящее время находимся на участке магистральных тепловых сетей, которые меняются все 4 трубы, нитка А, нитка Б, для того, чтобы устранить замечания, высказанные экспертизой, и обеспечить надежность работы тепловых сетей в зимний период. Работы ведутся в таком хорошем темпе, и к 1 сентября, к началу отопительного сезона, согласно официального распоряжения главы города, с 1 сентября подключаем детские сады, школы, социальные объекты, больницы. И до 7 сентября мы должны будем подключить жилой фонд. Этот год протекает под эгидой коронавируса. И нет, наверное, тех областей, которых он не затронул. Коронавирус действительно нам помешал в этом году значительно. Это как поставка материалов. Последняя партия труб поступила только 13 августа, поэтому, конечно же, это накладывает определенные сложности на нашу деятельность. Справляемся, организовываем дополнительные бригады. В этом году даже нам пришлось в помощь подрядным организациям вывести своих отпускников для того, чтобы вовремя успеть произвести замену трубопровода.
Наш край не мыслим без систем отопления. Это всегда было и будет вопросом номер один для жителей нашего края. Выражаем благодарность за самоотверженность и профессионализм сотрудников Якутскэнерго и всех, кто трудится во имя тепла в наших домах. Что ж, тема следующего разговора – это Северный форум. Он был в прошлом году был первый Северный форум, который охватил 5 стран и более 20 регионов нашей России. Что ж, на эту тему мы поговорим с Владимиром Николаевичем Васильевым. Доброе утро. Доброе утро. Что ж, немножко расскажите о форуме. Что это за форум? Так, в прошлом году мы инициировали данный форум, потому что в Северо-Восточной Азии нет хорошей международной площадки большой для обсуждения всех аспектов развития Арктики и Севера. Подобные площадки расположены в основном в Европе и в европейской части России. Но я не говорю про Восточный экономический форум во Владивостоке. Он огромный форум, но посвящен больше экономическим вопросам. Северный форум по устойчивому развитию мы задумывали для того, чтобы приглашать как можно больше экспертов не только арктических стран, но и стран Азии, которые с нами совсем недалеко находятся. И им эта идея очень понравилась. Они спрашивали, будет ли этот форум регулярным. Если ежегодным, то они готовы были принимать участие. Если сказали, будет разовое мероприятие, то им это типа неинтересно, да? Вот, поэтому, конечно, вот это стало... решили мы сделать этот форум ежегодным, и в этом году состоится второй раз этот форум у нас в Якутске. Что ж, в этот раз какая особенность в форуме, да, по сравнению с прошлым? В прошлом году мы, в принципе, не ограничивали предложения по тематикам. Провели больше 40 мероприятий по самому широкому спектру направлений развития Арктики и Севера. Но решили в последующем все-таки акцентировать более-менее внимание на одной или двух, максимум 3 тематиках, чтобы собирать более такой хорошую аудиторию, более хороший круг экспертов по тем вопросам, которые интересуют нас. Вот. В этом году мы решили остановиться на теме транспортная инфраструктура Арктики и Севера. Ну и, конечно же, мы все понимаем, какие у нас огромные расстояния. От транспорта зависит жизнь всех северян, не только автомобильный транспорт. Речь идет и о Северном морском пути, о речном транспорте и авиации. Но малая авиация у нас практически не развита, в отличие от, скажем, стран Северной Америки, США и Канады, где практически любой желающий может взлететь в воздух. Да? У нас это направление практически не развито совершенно. Вот. Ну и, конечно же, вопросы транспортного обеспечения северного завоза нас очень сильно волнуют. И вот эти все вопросы мы предполагаем обсудить на этом форуме в этом году. Есть 2 дополнительные темы. Конечно, все, что мы решаем, все, что мы обсуждаем, касается человека. Поэтому вторая тема – это человек в Арктике, социальные вопросы, культура, образование, наука. Вот эти вопросы тоже будут рассматриваться в рамках этой темы. И третье – управление арктическими территориями. Арктические территории огромны, Россия имеет самую большую арктическую территорию. Ну и вы знаете, в связи с поправками в Конституцию в этом году вводится понятие федеральных территорий, принят пакет об арктическом инвесторе. И все эти вопросы нас, конечно, живо интересуют, и нам бы хотелось получить экспертное мнение из разных стран. Скажите поподробнее немножко о других странах. Какие страны участвуют в форуме непосредственно участия? Да, мы в прошлом году у нас в нашем форуме приняли участие не 5, а вот 14 стран. Это 7 арктических стран, 3 азиатские страны, Китай, Корея, Япония, ну и плюс, конечно же, США, Канада и Франция, и Германия. Вот те страны, которые принимали участие. В этом году мы также предполагаем, что это будут все арктические страны и азиатские страны.
мы как бы планируем сделать данный форум как мост между Арктикой и Азией. Мгм. Это два огромных макрорегиона. Мы находимся как бы посередине, так как-то удачно расположились. Мы самый большой арктический регион мира, Мгм. самый большой регион вообще в мировом плане. И есть очень большой интерес азиатских стран, конечно, к нашей республике. Мгм. Скажите, когда будет форум? Мы в этом году 27-30 сентября. Дело в том, что мы все хорошо знаем, 27 сентября – это День государственности Республики Саха-Якутия. И очень приятно, что каждый год мы будем переворачивать наш форум именно к этой дате. Это Мгм. еще раз подчеркивает, что республика наша является самостоятельным субъектом международной деятельности, международного сотрудничества. Как нам говорят в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, наша республика всегда находится в авангарде международного сотрудничества и Мгм. очень оказывает очень большую помощь в осуществлении внешней политики Российской Федерации. Скажите, как можно участвовать в этом форуме? Принимать Есть непосредственное участие? официальный сайт Северного форума по устойчивому развитию Мгм. nsdf.ru. Там есть форма регистрации. В ближайшее время мы там разместим программу. В этом году тоже почти 50 мероприятий заявлено. И должен отметить, что все мероприятия пройдут онлайн-формате в связи с коронавирусной пандемией. И поэтому можно подключаться с любой точки земного шара. Ну что ж, Владимир, большое спасибо. Я думаю, что Северный форум этого года станет не менее результативным. Спасибо Что ж, большое. Спасибо. До свидания. Сегодня также отмечается День ветеринаров, и мы вышли на улицы нашего города и поспрашивали, какие же домашние животные нравятся больше всего. Собаки. У вас есть домашние животные? Есть собака. Скажите, почему вы любите именно собак? Но они верные, ласковые. Допустим, кошки Кошка тоже есть у нас. тоже есть. Тоже есть. И рыбки есть у нас, да? Вообще-то кот. Еще? Что еще есть? Рыбки есть? Рыбки. Мне собаки. Кошки. Почему собаки? Не знаю, мне кажется, это отличный друг человека. Кошек не люблю. А кошки почему нравятся? Кошки, потому что они самостоятельные. Выгуливать не надо. Они сами ходят туда-сюда. Главное покормить и все. Ну, кошки, Почему? потому что у меня сам кот дома. Но они очень приятные, милые создания. Вот, да. Какие-либо хлопоты там они доставляют или нет? Ну, надо за ними ухаживать, это же живое существо, поэтому, да, нужно кормить их, мыть, умывать. Ухаживать. Да, конечно, прививки все ставить, обследоваться. Собаки. Почему? Они добрые, Кроме того. верные, добрые, пушистые. У вас есть домашние животные? Собака. Собака. Хаски. Хаски. И как она в поведении? Ну, очень игривая, хорошая собака. Как часто вы водите к ветеринару? Раз в год точно. Кошка. Почему? Они милые, добрые, ласковые. Ну и собаки тоже маленькие. В чем плюс собак? В чем плюс? Потому что они имеют контакт очень близкий. Позовешь, они придут. А кошки сами по себе. Кошки? Почему? Ну, не знаю даже, больше кошек люблю. Собаки, кошки. Скажите, почему? Не знаю, просто так. Собаки. Почему? Ну, не знаю, у меня всю жизнь собаки были. Как часто вы возите к ветеринару? Ну, мы в деревне жили и живем, так что очень редко. Когда прививки приезжают делать, все. А так, в принципе, нет. В чем плюс собак? Они добрее людей. Собаки, Почему? они милые. У вас есть домашние животные? Да. Как часто вы возите к ветеринару? Ну, раз в год. Ну а у вас какие домашние животные являются любимыми? Например, лично у меня, скорее всего, я предпочитаю собак. Что ж, и у нас есть одно сообщение, уважаемые наши любимые работники НВК Саха. Новый день, с добрым утром, отличного рабочего дня. Что ж, большое спасибо за ваше сообщение. Также желаем вам отличного рабочего дня.
Что ж, и у нас третий гость на тему наших за границей. Мы сегодня поговорим с Леной Павловой, которая находится в Чехии, Прага. Доброе утро. Доброе утро. Лена, расскажи, где ты находишься именно? Я сейчас нахожусь в городе Прага. Мгм, Живу здесь уже 8 лет. мгм. Вот вещаю отсюда с музея национального нашего. Ага, это музей, то получается какая-то площадь, да? Стоит? Это самая главная площадь, я вам сейчас покажу. Ага, Ватсовская площадь. И как за мной красиво. находится музей. Вот. Ну что ж, Лена, расскажи, ты сказала, что ты уже 8 лет живешь в Чехии. Да, я живу Да, 8 вернемся лет в немножко Чехии. назад, к 2012 году. Как ты решила поехать в Чехию? Как это происходило вообще? А, Я в 2012 закончила школу. Мгм. И мне подруга сказала, что она хочет уехать в Чехию учиться. Я подумала, может быть, тоже поехать. Сказала своим родителям. Мгм. И они в то время, они думали, что это как-то, как сказать, Мгм. в это время было сложно, да, куда-то уехать. Мгм. Только все начиналось так. Но мы все равно решили выбрать есть Чехию, и я приехала сюда. Вместе с подругой. По линии департамента, получается, да? Нет, не по департаменту. Нас отправила Елена Петровна Ага. Попова. Она основатель I Speak English в Мгм. Якутске. Мгм. Вот, Мгм. в то время она отправляла детей в Чехию, потому что ее сын тоже здесь учится. Ну как здорово. Вот, и да, мы приехали на годовые курсы чешского языка, отучились на курсах, и я поступила в институт логистики, который закончила года 2 назад. Мгм. И сейчас работаю по специальности в транспортной компании. Как же живется в Чехии? Именно расскажи по ценовой политике. Сколько стоило твое образование в общежитии, средняя цена в корзины, допустим, продуктовой? Мгм. Приехали мы на курсы. Курсы стоили около 4000 евро годовые. Там было все включено. Общага, обучение годовое, Мгм. виза. Что еще там было? Ну вот, весь пакет услуг как бы предоставляли за 4000 евро. Условно, 400. по-моему, если вернуться к тем Да. временам, это где-то около чуть более 200 тысяч рублей, да? Да, где-то так. Ага. Мгм. А что ж на Но карманные всех мы расходы, покупали сколько же очень уходило? плохие. В то время курс был другой, 1,7 Мгм. рублю, да. Сейчас курс 3, по-моему, да, рубля. Мгм. В то время выходило все очень дешево. И мы могли на 3000 рублей в неделю как-то жить. Очень Да, даже в неплохо, да? студенчестве. Очень даже, да, хорошо. Ну, то есть, получается, начиная с 2012 года ты находишься именно в Праге или, возможно, ты Я с 2013 года здесь с нахожусь. 13? Ага. Я жила 2 года в другом городе, в Аламоуце, потому что у меня учеба была Мгм. там. Это как студенческий Моравии. городок, да, получается? Кампус какой-то? Нет, это не кампус. Просто у меня был институт в городе Пшеров. Это на Мораве находится. 2,5 часа от Праги. Мгм. Я хотела именно пойти учиться на логистику. Из-за этого мне пришлось переехать туда, Мгм. в Аламоуц. И я жила там 2 года. Потом переехала сюда обратно в Прагу. Что ж, расскажи немножко о менталитете чехов. Какие же они люди? Ой, чехи. Они Мгм. очень спокойные, Мгм. очень простые люди. Очень Да, у простые. них нету... Да, очень простые люди. Очень вот- добрые. Да, и В очень сравнении с лояльные. нами, допустим, в сравнении с нами, как же, допустим, ты проходишь по улицам Праги, допустим, да? Да. И как же относятся к тебе прохожие, допустим? Ой, сложный вопрос. Мгм. Очень... ну, я же якутка, и люди очень часто путают меня с вьетнамкой. Ага.
потому что здесь очень много вьетнамцев. Они, ну, как переехали сюда, мне кажется, давно. Они как у нас, например, узбеки, да, либо киргизы. Вот, да, что-то типа такого такое. Ну, ясно, да. И они путают обычно меня с японкой, вьетнамкой, либо кореянкой. Мгм. Потому что здесь очень много корейцев еще. Достаточно ли они ну, не труда, а именно дружелюбные? Ты много подружилась с чехами? Ой, да, чехи очень дружелюбный народ. Мгм. И сейчас как ты живешь? Ты живешь, допустим, в аренде, либо у тебя есть какие-то виды на Да, приобретение живого жилья? мы с подругой моей, с которой я из-за которой я сюда приехала, Ну, уже не расстаетесь с ними? мы живем, да, мы живем вместе уже 5 лет, наверное, да. Мгм. Снимаем квартиру Мгм. здесь, в центре, 5 минут от вот самой главной площади нашей. И сколько стоит арендная А, плата? Аренда стоит 17 тысяч крон. Мгм. Мы жили в большой квартире трехкомнатной. Мгм. 17 Это на тысяч. 3 умножить на умножаешь, 3. да. Где-то 50. Мгм. Да, Мгм. где-то 50 тысяч, да, рублей. Зарплата здесь высокая, ну, по сравнению с Россией, да. Мгм. И поэтому как это дешево даже, можно сказать, 17 тысяч. Мгм. Скажи, не собираешься ли ты вернуться на родину, или какие у тебя дальнейшие планы? Я очень хотела вернуться в прошлом году, но так как я сейчас нашла работу, которая мне очень нравится, и я себя здесь чувствую как уже дома, не знаю, смогу ли я уехать обратно. Мгм. Ну что ж, Лена, у нас совсем мало времени. Передай привет Мгм. кому хочешь. Да, хочу передать привет своим родителям. Мама, папа, привет, Айсен. Всех очень сильно люблю, скучаю. Надеюсь, скоро приеду. Ага. Пандемия, надеюсь, закончится. Что ж, Лена, большое спасибо за информацию о Вам тоже Чехии. спасибо. Тебе отличного вечера, тебе уже скоро спать, наверное, У нас да? уже ночь, да, Да. у нас ночь. Всего 12 доброго. ночи. Что ж, время у нас уже подходит к концу, русский блог заканчивается. Итак, мы сегодня закрываем август 31, да? Завтра уже 1 сентября, дети и родители все готовятся к этой дате. Что ж, всего хорошего вам.